Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Видеть на расстоянии. Во время выборов в Якутии ведется круглосуточное наблюдение за избирательными участками. Голубое топливо. Сахатранснефтегаз проводит работы по догазификации населенных пунктов республики. Лес, легкие планеты. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники лесной службы. Сегодня третий день голосования. Тем временем жители столицы продолжают наблюдать за ходом выборов в Центре общественного наблюдения. Центр работает круглосуточно, и в Большом зале созданы все условия для граждан. Помимо большого экрана, в центре выделено отдельно 20 мест с ноутбуками. По словам работников общественного центра, за день сюда приходит более 120 человек. Ходом голосования активно интересуется молодежь. Просматривают на своих рабочих местах каждый участок. Смотрят, как там камера работает, все ли освещено хорошо. Вот ночью особенно, да, освещение. Все эти работают камеры в ночном режиме, потом все хорошо видно. Видно наш большой ящик, где бюллетени формируются, накапливаются. Они пустые ночью, да, и сами сейфы, чтобы никто не подходил, да. Вот это ночью самое главное, чтобы никакого движения не было. А в дневное время нам очень важно, чтобы не было столпотворения, во-первых, чтобы соблюдали все требования санэпиднадзора. Это вот тоже мы видим, что если без маски находится там комиссия, то мы тут же говорим наблюдателям, если говорим, что, пожалуйста, вспомните, что у нас требования обязательны. Мы продолжаем тему выборов. Избирательный участок номера 806 расположен в здании школы номер 25, а в список голосования включены 1498 избирателей. В основном это жители Сайсарского округа. На участке ход голосования фиксируется 3 видеокамерами. Также за процессом наблюдают представители политических партий и общественники. Соблюдаются все санитарные требования. Избирателям выдают одноразовые перчатки, маски, помещения регулярно проветривается. Мы выбираем нашего представителя в высшем законодательном органе страны, который будет предстоящие 5 лет делать для нас законы и для нас правила жизни, можно так сказать. Самые важные дни сейчас для нашей республики, вообще и для страны в целом, потому что выбираем депутатов Государственной Думы. Это основной законодательный орган, который в ближайшие 5 лет будут принимать законы. В этом году около 300 домовладений проложат газовые трубы бесплатно до границ участка. Работу проведет организация «Сахатранснефтегаз», которая выступает в качестве регионального оператора догазификации населенных пунктов региона. В целом по программе социальной газификации подключат 4934 жилых дома с охватом 11500 жителей Якутии. В том числе в следующем году запланировано провести газификацию еще 4300 домовладениям, у которых уже есть пропускная способность газа. Тем временем в регионе насчитывается 600 домовладений, у которых отсутствует техническая возможность подключения к газовым сетям. Вчера обсуждали у главы, и глава поддержал предприятие, что все-таки дефицитом тоже нужно заниматься уже со следующего года. Мы попросили 300 миллионов на эти цели, и планируем уже в следующем году заняться проектированием и частично уже решать вопросы дефицита, чтобы подключать дома уже в следующем году, которые имеют дефицит. Думаю, что тогда мы сможем из вот этих 600 домов практически половину решить и еще дать возможность подключать к газу 2400 земельных участков. Это по городу Якутску я говорю. Отметим, что основной целью социальной дегазификации является обеспечение доступности газа для потребителей. К ним можно отнести первоочередные нужды, такие как приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение. А для того, чтобы участвовать в программе, имеются 2 условия. Во-первых, индивидуальный жилой дом и земельный участок должны быть зарегистрированы в установленном порядке и должны находиться в населенном пункте, который уже газифицирован. В целом, реализация большого проекта в регионе оценивается в сумму более 5 миллиардов рублей. Финансирование планируется в основном из 4 источников. Будет от единого оператора газификации. В стране определен «Газпром». Сегодня предполагается, что «Газпром»
может выдать или займ предприятию Сахатранснефтегазу. Есть второй вариант, когда мы заходим как договор подряда, он называется инвестиционный договор. Мы выполняем работу для «Газпрома», передаем эти сети. Но в силу того, что сети находятся в Якутии, мы потом будем долгосрочную аренду заключать. То есть по источникам практически решено. Ну и предлагается использовать еще дивиденды компании «Алроса» в тех районах, которые относятся к алмазной провинции. Это Вилюйский, Верхневилюйский, Ленский, Мирнинский район. На сегодня обговариваем этот механизм тоже. Школы республики получат свыше 80 автобусов благодаря федеральной поддержке. Об этом сообщил министр образования и науки региона Михаил Сивцев. Автобусы «Газель» и «ПАС» в северном исполнении поступят в школы до конца года. Это будет способствовать повышению качества образования, отметил министр. Он уточнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство России направит на эти цели около 165 миллионов рублей. Ученики со Скылахской средней школы Анабарского региона выращивают овощи для школьной столовой. Огород обустроили на участке, расположенном рядом с образовательным учреждением. Подробности в следующем материале. Так как у нас на Крайнем Севере все овощи привозные, наша школьная теплица начала работать с 2017 года. Мы открыли по программе «Кружок Юный овощевод», где учителя занимаются вместе с учащимися и выращивают летом в теплице огурцы, помидоры. Значит, в этом году наши ребята посадили огурцы, салат, свеклу и морковку. И это мы все реализовываем для нашей школьной столовой, и остатки, конечно, мы для населения реализовали. Благодаря выращенным в нашей теплице овощам наши дети получают зимой витаминизированную еду. Готовим борщи, рассольник, щи. Также готовим заготовки на зиму и салаты. С прошлого года Скылахская средняя школа реализует местную продукцию, как салаты, морковь, огурцы и свеклу. И в том числе в нашем магазине в этом году продавали огурцы, свеклу, морковь. Так, местные жители очень хорошо раскупают. И вот желаем дальнейшего процветания школьной теплицы, и все мы поддерживаем эту инициативу. Сейчас мы занимаемся собиранием моркови, которую мы выросли в этом году впервые с нашим учителем Марианной Петровной. Она у нас была рассеяна в мае, и также в середине сентября мы видим готовый результат. Вот такая морковь у нас выросла. Также мы посадили капусту, свекла, салат и многое другое. И, возможно, даже мы в следующем году будем есть клубнику, да? Это будет точно. Мы этим летом ходили в кружок «Юный овощевод», и мы с ребятами поливаем овощи каждый день по 2 раза и поддерживаем при наших холодных летних условиях температуру. И это делается теном. И тен каждый день проверяется, что вырос такие большие огурцы. И мы сейчас собираем последний урожай. И мы, конечно, в дальнейшем тоже хотим расшириться, уже посадить какие-нибудь экзотические фрукты, например, клубнику тоже хотим попробовать, значит. И хотелось бы, конечно, чтобы наша теплица расширилась, и чтобы чтобы нашим детям это все помогло в будущем в их жизни. Ученики со Скылахской средней школы Анабарского определены 5 муниципальных образований Якутии с выполнением плана по заготовке сена на 95% и более. Итак, Абыйский район заготовил более 2000 тонн сена или 151% от плана. Вилюйский район более 27 тысяч тонн или 100% от плана. Усть-Майский около 3000 тонн или 97% от плана.
В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. Сегодня в России День работников леса. Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, и общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам. Четвертая часть расположена в северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов квадратных километров. А в историческом парке «Россия. Моя история» прошла торжественная церемония вручения наград заслуженным работникам сферы лесного хозяйства Якутии. Расскажет Марфирина Алексеева. Государственные и ведомственные награды работникам и ветеранам регионального лесного хозяйства торжественно вручил глава республики Айсен Николаев. Он также отметил, что пожароопасный сезон текущего года был особенно тяжелым. На территории Якутии с начала мая по вчерашний день было зарегистрировано 1677 пожаров. Мы выстояли благодаря огромным усилиям лесопожарных формирований, МЧС, военных, местного населения, добровольцев. Конечно же, безусловно, работников лесничеств. Все вместе мы трудились. Более 25 тысяч человек по Якутии участвовало в битве за тайгу. Сейчас в республике ведется работа по установлению границ лесничеств. Взят курс на цифровизацию лесного комплекса. Все документы в области лесных отношений переводятся в электронный вид. Словом, перед нами стоят конкретные задачи. На данный момент ведется масштабная работа по обновлению и укреплению материально-технической базы. На днях доставлено 20 единиц тяжелой спецтехники, а по дальневосточной программе развития дополнительно планируется приобрести еще 23 единицы техники. Огромная территория требует огромных затрат, потому что то, что мы сейчас закупаем, она показывает себя с эффективной стороны, но этого все равно пока не хватает, потому что у нас каждый пожар по кромке протяженности там, от 40 до более километров, вы смотрите, там, на один пожар нужно техник 20-15 минимум. В этом году мы закупили на 200 миллионов, еще плюс у нас вышла экономия, на этот счет мы еще закупаем дополнительные техники, лодки для борьбы с лесными пожарами уже на следующий год. То есть мы закупаем, ставим на учет, и уже они будут задействованы на лесные пожары в следующем году. Сотрудники лесного хозяйства, помимо борьбы с лесными пожарами, ведут работы по лесоустройству и уточнению границ лесничеств. К примеру, в этом году специалисты провели масштабную работу по защите лесов в Центральной Якутии от нашествия шелкопряда. В условиях современных реалий и глобального изменения климата работники лесного хозяйства являются хранителями одного из самых ценных ресурсов человечества – легких нашей планеты. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.